Там письмо, да? Наша страна интересна, ну, даже больше судьям-мира, да? Ну, так сделали по-настоящему. Презентацию как презентацию. Что, спасибо за оперативность. Давайте начнем работу. Не буду долго никаких предисловий. Знаю только одно, что как бы работаем уже не первый год вместе, да, вот в таком формате, я имею в виду. Поэтому есть определенный интерес и в целом к деятельности клуба, с одной стороны. Для познания всем, так сказать, наверное, будет полезно. Ну и с другой стороны, есть итоги года 17-го, которые тоже надо подвести, чтобы было понимание, куда, каким образом те средства, которые выделяются, расходуются, и вообще какая работа проводится клубом. Поэтому, Александр Георгиевич, пожалуйста, вам слово. Ну, сначала, наверное, с вашего разрешения мы отчитаем Эдуард Владимирович по итогам работы за 17-й, я предлагаю. Потом я общий отчет сделаю. И потом задача на 18-й год, значит, нам изложит и расскажет Георгий Петрович Кондратьев, главный тренер футбольного клуба «Вершина». Всегда принимается? Принимается. Эдуард Владимирович. Почти год тому назад перед футбольным клубом «Вершина» была поставлена задача возвращения Бушили. Представляя нового главного директора клуба ФК «Вершина», заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Васильевич Макачев отметил, Бобруйск не может остаться без футбольного клуба, так как у города большие футбольные традиции. Не может нашему городу находиться на периферии бобруйского футбола. В свою очередь, руководство клуба предложило максимум усилий, чтобы обеспечить команде условия для полноценного учебно-тренировочного процесса, комфортного размещения и проведения игр. Перед футболистами и тренерским штабом выполнены все условия контракта. К сожалению, по итогу сезона наш коллектив занял 5 место. Одержал 14 победы, и матчи сыграл ничью, терпел 9 поражений. Были матчи, где коллектив должен был побеждать, но в итоге довольствовался ничьей и вовсе уступал. В этом контексте показательны выездные матчи против Барановича и Пинской волны. Основная команда является «Вершина Ряхлева», на которую все обращают внимание. Помимо профессиональных футболистов есть группы подготовки будущих спортсменов. Всего в спортсмене Вершина и отделе ЮФ ФК «Вершина» под руководством 14 тренеров занимается около 400 мальчишек разных возрастов. Тренерский штаб главной команды тесно сотрудничает с детскими тренерами. Целенаправленная подготовка воспитанников клуба уже сегодня дает положительный результат. 5 юных бобруйских футболистов являются кандидатами в сборную Беларуси своих возрастов. В заключение хочу поблагодарить руководство открытого акционерного общества «Вершина» и Бобруйского городского исполнительного комитета за оказание всесторонней помощи клубу. Всех без исключения работников клуба, болельщиков, представителей средств массовой информации, людей, которые делали все, чтобы работали мы в отличных условиях. Спасибо. Если, может быть, или в конце был вопрос обмениться мнениями, сейчас бы я хотел бы сам доложить информацию, как мы работали в 17-м и что планируем для задачи на 17-й год, если можно. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в начале каждого года принято подводить итоги года ушедшего, определять задачи и перспективы в наступившем году. Если говорить о главной задаче года, стоящей перед клубом, мы, к сожалению, должны констатировать о том, что она оказалась невыполнена. Выход в высшую лигу в 2017 году не состоял. К большому сожалению, уже первые официальные игры и их результаты показали, что по подбору игроков, их физическому и техническому состоянию, по морально-волевым качествам, они далеко не соответствуют параметрам, обеспечивающим решение обозначенных рубежей. Перечислением этих и других просчетов, допущенных в ходе работы футбольной команды, я занимаюсь не для того, чтобы оправдаться, тем более услышать сочувствие. Они необходимы для того, чтобы проанализировать их, не допустить их повторения в следующем сезоне, то есть в этом. Самые амбициозные намерения в следующем году имеют такие команды, как Торпедо Минск, Славия Мозырь, Нафталь, Новополоцк и другие. Серьезное укрепление проводят другие команды. Следует сказать, что розыгрыш первенства первой лиги имеет свои особенности, в основе которого лежит прежде всего непредсказуемость результатов. Футбольная команда «Вершина» в силу своих многочисленных традиций является
Крайняя сумма раздражителей встречает в каждой игре ожесточенное сопротивление. Для решения обозначенной задачи требуется сбалансированное во всех линиях укомплектованное высокотехничными, физически подготовленными, морально-психологически мобилизованными игроками команды. Она должна быть сформирована с четко обозначенной перспективой и имеющая состав, который при решении главной задачи по выходу в высшую лигу 70-80% был бы сохранен для выступления в следующем году. Особой надеждой в этом вопросе мы связаны с новым тренерским штабом, который возглавил в этом году авторитетнейший, повторяю, специалист в футболе, имеющий за своими плечами опыт выступления за сборную нашей страны, опыт руководства главной команды страны в качестве главного тренера. Это Кондратьев Георгий Петрович. Хотел бы заверить присутствующих, что для команды будут созданы все необходимые условия для плодотворной и, главной, результативной работы. Безусловно, что главным определяющим фактором для достижения поставленных задач, я еще раз хочу подчеркнуть, будет фактор стабильного финансового обеспечения. Мы полагаем, что в этом вопросе важно всего решения достигнуто полное понимание с руководством города в лице Александра Викторовича Студнева. В клубе проводится энергичная работа по формированию реальных источников финансирования, включая в себя собственную хозяйственную деятельность, бюджетное наполнение и поиск новых партнерских отношений. Но особую надежду мы возлагаем на продолжение традиционно добрых и эффективных финансовых взаимоотношений с открытым акционерным обществом Белшина. Конкретизируя эти надежды реальными цифрами, мы просили бы вас, уважаемый Алексей Владимирович, сохранить объем финансовой помощи футбольному клубу на уровне 2017 года. Эта сумма явилась бы достойным гарантом успешного выступления команды в текущем сезоне. В заключение хотел бы выразить надежду и уверенность, что общими усилиями мы сможем добиться в 2018 году решения поставленных задач, сделать все для того, чтобы игра нашей команды в футбол в городе Бобруйске доставлял истинное наслаждение его многозначительным поклонникам. Спасибо за внимание. Спасибо. Я хотел бы, если можно, Алексей Владимирович, если можно, а потом уже в премиях и там вопросы будут, дать возможность новому главному тренеру. Ну, во-первых, чтобы мы познакомились все. Да. Тренер футбольного клуба Кондратьев Георгий Петрович и предоставляем слово. Я буду коротко, потому что особо говорить нечего. Хочу поблагодарить всех людей, которые меня пригласили, которые меня верят, меня на тренерский штаб. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы такой футбольный город, который чемпионские медали имеет, и кубки выигрывал неоднократно, и в Еврокубках выступал, чтобы этот город вернулся в высшую лигу. Он достоин этот город, тем более инфраструктура здесь прекрасна. Здесь, почему я откликнулся на приглашение, потому что я знаю, что здесь прекрасная инфраструктура, здесь приедет. Здесь и школы хорошие, здесь можно работать, здесь можно создать хорошую команду. Ну и с удовольствием я откликнулся на это приглашение. Приступили мы к работе с понедельника, будем работать здесь в Бобруйске. Все сборы, потому что ехать куда-то нет смысла, здесь все есть, прекрасно все здесь. Мы на 3 этапа разбили подготовку. Общий подготовительный этап у нас продлится до 18 февраля, потом специально подготовительный с 20 по 17 марта и третий предигровой этап с 20 по 7 апреля, когда стартует чемпионат. На каждом этапе будут свои нюансы развития физических качеств, наигранный состав, но это вам, наверное, и интересно, не нужно знать, но будем добиваться максимально возможных результатов. Будем стараться в каждой игре прикладывать максимум усилий для того, чтобы наигрывать состав, чтобы он был стабильный и сбалансированный, чтобы у нас в каждой линии были мастеровитые игроки. Мы будем работать здесь с понедельника до субботы, 6 дней работаем. В субботу будем стараться играть. Повторюсь, выезжать никуда не собираемся, потому что это большие финансовые затраты. А здесь все есть на работу.
Георгий Петрович. Спасибо. Ну что, ваш блок весь, я так понимаю. Коллеги, у кого какие вопросы? Так, регламент у нас временной как бы уже так подходит к концу. У кого еще какие вопросы есть? Татьяна Николаевна, Дмитрий Александрович и, я так понимаю, Шнель, да, Александр Владимирович? Наверное, мы должны как-то отдельно техническую часть проговорить, то, что вот вы здесь показываете и так далее. И, соответственно, приступить к работе, не затягивать, потому что раз они уже приступили к работе, то нам нужно как-то так поддержать их в этой части. Не должны они остаться сами себе предоставлены, потому что время идет, и, собственно говоря, потом на нас тоже глядеть не очень хорошо, невзирая на те сложности, которые мы сейчас проходим. Начало года, я думаю, вы сами знаете, что такое начало года. Больше нет. То вам спасибо за информацию. Вам спасибо. Желаем вам, конечно же, только победы, ничего другого вообще в принципе. Конечно же, значит, сформировать, Георгий Петрович, под вашим руководством, очень сильно на вас рассчитываем, действительно серьезную команду. Ну, высшая лига, это ж даже уже, я говорю, даже не обсуждается. Вот таким образом. Удачи вам. Большое спасибо. Спасибо.